ребята, продолжаем с вами изучать сложные предложения. И поговорим сегодня о сложно сочиненных предложениях и о знаках препинания в сложно сочиненных предложениях. Сложное предложение – это предложение, состоящее из двух или нескольких простых предложений, соединенных в одно целое по смыслу и интонационно. Например, сбежали ручьи, зацвели ландыши, в зарослях кустов вспыхнули пурпуровые цветные медуницы. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Основными средствами связи простых предложений в сложном являются интонация и союзы, и также союзные слова. В зависимости от средств связи сложные предложения делятся на союзные, бессоюзные и сложные предложения с различными видами связи. Части сложно сочиненного предложения соединяются с помощью сочинительных союзов и интонаций. Например, взошел молодой месяц, и все кругом потонуло в фантастическом колебавшемся свете. Две части предложения соединены сочинительным союзом «и». Входя в состав сложного предложения, любое простое предложение утрачивает интонацию завершенности, так как становится частью сложного. В сложном предложении интонация завершенности характерна для конца предложения, реализуется один раз. Это помогает узнать, когда заканчивается сложное предложение. Интонация вместе с союзами или без них соединяет отдельные простые предложения в единое целое, поэтому она является средством связи в сложном предложении. Например, поезд пришел, пассажиры заторопились к выходу. Когда пришел поезд, пассажиры заторопились к выходу. Поезд пришел, и пассажиры заторопились к выходу. Вот так выглядят схемы сложных предложений. Как же мы с вами должны учиться и уметь определять, какие предложения перед нами? Сначала мы находим грамматическую основу. Если грамматическая основа одна, то предложение простое. И если грамматических основ две или более, то мы определяем средства связи, то есть с помощью чего эти предложения связаны между собой. И если связаны с сочинительным союзом, то это сложно сочиненное предложение. Если связаны подчинительным союзом, то сложно подчиненные. А если связаны интонацией, либо знаками препинания, то это бессоюзные сложные предложения. Говорить мы сегодня будем, еще раз повторяюсь, о сложно сочиненных предложениях. Сложно сочиненные предложения соединяются сочинительным союзом. Сочинительные союзы бывают соединительные, противительные, разделительные, сопоставительные, пояснительные, присоединительные. Эту таблицу вам нужно записать в тетрадь. Как же определяется пунктуация в простом и сложном предложениях? Мы сначала с вами должны определить, что же соединяет союз «и» в предложении. Да? Если он соединяет два слова, то это простое предложение с однородными членами. Запятая не ставится. Если соединяет две грамматические основы, то это сложно сочиненное предложение и запятая ставится. Но есть нюансы. Об этом мы поговорим попозже. Вам нужно выполнить задание. Перед вами предложение. Вы должны указать правильно и объяснить пунктуацию в предложении. С горы открывался чудесный вид на большое озеро в обрамлении остроконечных елей. И каждому захотелось фотографировать эту картину. 4 варианта ответа. Выбираете правильный. Следующее задание такое же, то есть вы должны указать правильно и объяснить постановку запятой, либо ее отсутствие в предложении. Соревнования из-за дождя не состоялись, и решено было перенести их на ближайшее воскресенье. Также 4 варианта ответа. Выбираете правильный. Сегодня мы сейчас с вами поговорим, при каких условиях не ставится запятая в сложно сочиненном предложении. Скоро опадут листья и начнутся дожди. Предложение с двумя грамматическими основами. Опадут листья, дожди начнутся. Да? Когда начнутся дожди? Скоро.
Когда опадут листья? Тоже скоро. Их связывает одно слово, да? Скоро. То есть скоро это у нас второстепенный член предложения, который является в предложении обстоятельством. И если в предложении есть общий второстепенный член, в нем запятая не ставится перед союзом «и». Еще раз повторим алгоритм выполнения задания. Да? Если мы в предложении с вами должны определить, что же соединяет союз «и». Если он соединяет два слова, это простое предложение с однородными членами. Запятая не ставится. Если две грамматические основы, сложно сочиненное предложение, мы должны с вами найти общий второстепенный член. Если он есть, то запятая не ставится. А если нет, то ставится запятая. Уже совсем рассвело, и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. Когда я вернулся в свою комнату, это придаточное времени. Является общим для обеих частей сложно сочиненного предложения. Можно сравнить, да? Уже совсем расцвело, когда я вернулся в свою комнату. Народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. Между частями сложно сочиненного предложения, между ними вот есть союз «и», между ним запятая не ставится. Если простые предложения в составе сложно сочиненного предложения имеют общие придаточные предложения, в нашем случае, когда я вернулся в свою комнату, запятая здесь не ставится. По словам охотников, зверь в этих лесах вывелся, и птица исчезла. По словам охотника, является источником сообщения. Он также является одним и тем же для всего высказывания. Да? По словам охотников, зверь в этих лесах вывелся, и по словам охотников, птица исчезла. Простые предложения также в составе сложно сочиненного предложения, которые имеют общее вводное слово, либо вводное словосочетание, либо предложение, по словам охотников в нашем случае, да, здесь также запятую мы не ставим. Вы придете ко мне или я должен зайти к вам? Вопросительное предложение. Если в состав сложно сочиненного предложения входит вопросительное предложение, либо побудительные, либо восклицательные предложения, также запятую не ставим. Мороз и солнце. В состав сложно сочиненного предложения входят назывные предложения. Тоже не ставится запятая. Вместо запятой простые предложения в составе сложно сочиненного предложения могут разделяться. Тире ставится в том случае, если во второй части сложно сочиненного предложения содержится неожиданное присоединение или резкое противопоставление. Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Я спешу туда ж, а там уже весь город. Часто в этих случаях или только первое предложение, или оба предложения являются назывными. Еще напор, и враг бежит. И еще год-два, и старость. Все эти условия вы должны заполнить. Итак, домашнее задание. Выполнить упражнение. В предложении вы должны переписать предложение, выделить грамматические основы предложений, то есть подлежащее и сказуемое, указать, в каких случаях сочинительные союзы связывают однородные члены, а в каких части сложно сочиненного предложения. Также вы должны определить значение союза и расставить недостающие знаки препинания. Образец выполнения. Все живое тянется к воде, и всем вода дарит жизнь. Подчеркиваете грамматические основы, указываете вид предложения, да, это сложно сочиненное предложение, и указываете вид союза. Союз и соединительный. Спасибо за внимание. До свидания.